очень отличаемся от многих стран, и развитых, и неразвитых. У нас очень, получается, затруднено доступность к получению жилья. Вот есть определенные как бы инструменты, принятые, да, в мире, во многих странах применяющиеся для измерения доступности жилья. Получается, есть коэффициент доступности жилья. Проще говоря, это число лет, в течение которых семья в среднем может выкупить себе дом. Да? При этом, как бы, чем меньше лет уходит на выкуп дома по ипотеке или через простое накопление, тем больше, как бы, тем лучше доступность жилья, так скажем. Есть второй момент, это индекс доступности приобретения жилья. Это вот, если, например, среднестатистическая семья имеет определенные доходы, которые позволяют, да, накопить сумму для выкупа жилья, либо для выплаты ипотеки, тем лучше, да, получается. Если меньше 100%, да, если больше 100%, это очень хорошо. Если меньше 100%, это очень плохо, потому что семья, можно сказать, что ей очень затруднительно будет купить этот дом. Вот по этим показателям, если посмотреть, вот статистика наша показывает в Кыргызстане, да, что стоимость квартир, по данным ГИК, вот, в тысячах сомов, да, за 1 квадратный метр, в сомах. У нас в Аше получается 1 квадратный метр в среднем 31 тысячу сомов стоит, а в Бишкеке в среднем 44 тысячи сомов. Да? Вот, получается, в регионах примерно вот одинаково, в Чуйской, Таласской области, как и в среднем по стране, да, около 20 тысяч сомов за квадратный метр, и Орская, Нарынская, Скульская, Джалабадская, Бакенская область примерно там одинаково, да, вот, от 13 тысяч до этого. Города, как правило, у них дороже недвижимость. Вообще, как бы, что произошло, почему так резко, да, поднялись цены? Извините, это в каком состоянии? Уже под отделку или это черный нал? Это же тоже это стоимость готового жилья. Больше вторичное, да. Есть еще и первичное жилье, так называемые элитки, да, где стоимость квадратного метра может быть в 2 раза больше, то есть быть, чем цифры, которые вы сейчас видите. Что произошло? Раздулся пузырь, да, практически. Пузырь раздулся примерно в 2005-2006 году. Еще в 2005 году можно было купить двухкомнатную квартиру за $5000, да, в центре города. Потом произошла такая массовая эмиссия, да, получается, долговых обязательств в Соединенных Штатах произошло. Появились дешевые кредитные средства, которые вот с бирж Соединенных Штатов пришли на рынки Казахстана в первую очередь. Да. Многие банки в Казахстане получили доступ к таким дешевым деньгам. Потом казахские граждане нашли очень хорошую схему бизнеса. Это закуп недвижимости в соседних странах, в частности в Кыргызстане это вот произошло, да, и использование в дальнейшем этой недвижимости для сдачи в аренду. И у нас, вы не поверите, как бы изучал рынок, около 25% вторичного жилья приблизительно, да, может принадлежать гражданам Казахстана в Кыргызской республике. То есть получается, как бы это жилье используется в разных методах, да, так, получения дохода инвестиционного. Где-то эти квартиры сдаются там в час, день, ночь, где-то они сдаются определенным структурам. И там есть огромный пласт теневой экономики. Получается, там тоже крутятся очень большие средства, где-то около $1,5 миллиарда, да, в этом секторе. Но как бы для этого требуется более официальное расследование, да, чтобы объявить, обнародовать, о чем я говорю. Но как бы для этого тоже требуется определенный ресурс. Пока не будем в это дерби уходить. Единственное, хочется сказать, что в результате действий казахских инвесторов за счет дешевого ипотечного кредитования стоимость жилья выросла в среднем от 400 до 700% по отношению к ценам 2005 года. То есть получается, что у меня даже личная история с этим есть. Да? Я поехал в Москву, отучился, заработал деньги. Думал, сейчас приеду, 2 квартиры куплю, да? Потому что знал цены. Буквально за год, пока я приезжал, уже я там заработал 12 тысяч, приезжаю, а здесь уже как бы квартиры не 5 тысяч стоят, а 40 тысяч, 68 тысяч, да, то, на что я целился. Вот такая вот история произошла интересная.
дальше, да, номинальная зарплата по данным Росстаткома на сегодняшний день, да, это очень усредненные данные, но в целом они соответствуют действительности при изучении, ну, с использованием независимых экспертных, да, оценок. Получается, как бы по городу Ош в среднем, вот если, ну, зеленая это не бюджетная сфера, да, это то есть рынок, это вот частный бизнес, предпринимательство. Красная это бюджетная сфера, это госслужащие. Ну, вот, у нас в среднем по регионам зарплата госслужащих, да, где-то на уровне 9-12 тысяч сом в месяц. И как бы это очень мало, действительно. Но в регионах есть определенные преимущества, да, такие как дешевизна как бы жизни. И, соответственно, как бы это не вызывает еще социальное напряжение, но в целом я вам скажу, что это очень мало. Соответственно, как бы государственные служащие в регионах. Ну, у нас есть такой замечательный человек, как Йохан Энгваль, который написал, да, что кыргызское государство как инвестиция, как бизнес, как инвестиционный инструмент. Вот, примерно так звучит его диссертация. То есть у нас действительно существует очень много неофициальных источников дохода у государственных служащих, а так на эту зарплату жить невозможно. Ну вот смотрите, город Бишкек 23 770, откуда? Как вы видите, учителя или кого-то, даже 16 нет, есть 16, даже больше. Товарищи, 7-8 тысяч до 10 учителя получают. Остальное они получают не зарплату. Кружки, дополнительные, это, но это не зарплата. Я сейчас закончу, да, выступление, потом можем я говорю, вот 16, ну нет, я точно изучала, я писала про эту тему. Я говорю, нет. Зарплата госслужащих, скажем, в бюджетной сфере. Статистика, это берется средняя. Ты, например, ешь мясо, а я капусту. Вместе будут. Ирина, на самом деле это усредненные данные. Да, здесь есть учителя, здесь есть врачи, но здесь есть и другие служащие, которые гораздо выше. Мы можем брать это силовые структуры, прокуроры и так далее, у которых зарплата более высокая. Поэтому усредним, есть хорошо? зарплаты 72 тысяч, 80 тысяч есть. Я хотела прояснить. А в некоторых государственных органах, поддерживаемых донорами, есть зарплаты до $2000. Так что берется максимальная, минимальная, ну, естественно, усредняется, вот оттуда это и вылазит. Все понимаете. Поэтому как бы есть еще определенные тоже под управлением государственных организаций, да, объекты, которые тоже имеются интересные зарплаты. Вот в среднем, как бы, если по Бишкеку и Ошу смотреть, ну, близко к 20 тысячам, да, в среднем дохода. Ну, это более-менее, если очень как бы статистически чисто методом смотреть, соответствует действительности. Коэффициент доступности жилья, посмотрим, да. Есть определенные значения, например, если 3-4 года вам хватает, чтобы купить жилье, хотя бы однушку, да, у вас, значит, ну, жилье не очень-то доступно, да. Если 4-5, приобретение осложнено, если 5, больше, чем 5, жилье существенно недоступно, скажем так, да. И у нас в среднем, как бы, как правило, основные клиенты строительных компаний и основные, как бы, покупатели и инвесторы являются бизнесмены, как правило, да, либо, ну, основная масса. Люди, занятые в сфере реэкспорта и торговли, которые, как бы, имеют доход до, ну, скажем так, 50 тысяч в год, да, долларов. В общем, стандартом берется за учет квартиры площадью 54 квадратных метра, что соответствует, в принципе, по нашим советским стандартам двушке, да, двухкомнатной квартире. Ну, посмотрим в общем, как ситуация обстоит. Вот Евразийский экономический союз. В 2016 году, по данным по статистике, данных взятых с сайта ЕАЭК, да, получается, мы можем видеть, что чтобы в России купить жилье, в среднем нужно 3 года. Также в Казахстане, в Беларуси чуть дольше, в Армении 5 лет, в Кыргызстане нужно 7 лет. В среднем копить, я так думаю, даже не есть, не покупать одежду, не ездить на транспорт, ходить пешком, питаться, не знаю, воздухом и так далее. Можно накопить в среднем с нашими доходами. А есть, простите, такая цифра, помните, раньше было 7 квадратов на человека, какие-то минимальные нормы. У нас сейчас есть такие? Это французские вот эти стандарты, да, которые перекочевали потом в советские типы. 9 квадратных метров. Все, спасибо. На человека считается, да, ну, нормальным таким вот. Комфортным. Если у человека есть 9 квадратных метров, все, можно ему жить. Примерно так французы рассуждали. Но, ну, да, это
это очень условно. Коэффициент доступности жилья в Крымской республике, да, например, вот посмотрим по областям. Вот, любезно предоставили данные, получается, государственной ипотечной компании, да, и статистические данные. Как бы Кыргызская республика в целом, да, нужно 4 года, да, чтобы накопить вот, в небюджетной сфере. В бюджетной сфере нужно в среднем 8 лет. Можно вырастить одного ребенка хотя бы, да, до среднего возраста, детского возраста. В Баткенской области, получается, нужно 7 лет. Ну, смотри, самое максимальное, самое долго, 12 лет, 11 лет, это нужно в городе Ош и в городе Бишкек, да, для сотрудников бюджетной сферы копить деньги. Опять-таки, при проверке данных, получается, что это опять-таки, что нужно, ну, как я и говорил ранее, да, не есть, не покупать одежду, не ездить. Получается, как бы, если взять в среднем по стране, да, ну, в среднем 4-5 лет нужно, чтобы накопить. Да? То есть, вот если мы вернемся к тому слайду, жилье существенно недоступно. Это вот про нашу страну. Причина недоступности жилья, да, высокая стоимость жилья, низкий уровень заработной платы. У нас есть такая палка о двух концах, государство социальное. Например, такая же проблема была в какое-то время в Сингапуре. Там социальный фонд заменили фондом государственного жилья. Да? Там получается, как вместо пенсии вы имеете право получить от государства недвижимость. Там есть это, ну, там очень строго регулируется рынок недвижимости, но за счет этого у них это возможно. Но у нас же как бы значительная часть, если вы работаете официально, ваших доходов и доходов вашей компании уходит в социальный фонд. Потому что социально ориентированное государство, соответственно, как бы в социальном фонде оно, к сожалению, как бы не прослеживается, как именно проходит процедуру как бы, сохранения на депозитах и приумножения эти деньги. Соответственно, как бы, я думаю, что эта система будет продолжаться бесконечно, потому что здесь две больших причины, почему вот так происходит. Даже 3, да. Первая причина, как бы, пузырь 2005 года и 2008 года затем. Потом вторая причина – это банковская система в целом, да. Банковская система, нашей банковской системе удобно это, и пока это ей удобно, так будет продолжаться. И следующее, низкий уровень заработной платы – это социальная ориентированность государства. Да? Есть определенные реформы, которые надо делать, но которые могут, как многие наши считают, могут вызвать общественный резонанс и социальные протесты. Но, тем не менее, без этих реформ государство не будет развиваться, мы будем в этих же условиях дальше. Доступность приобретения жилья, да, ну вот это вот, помните, да, я говорил, что если как бы у вас показатель составляет 100%, значит все в порядке, можно купить дом. Если меньше 100, значит большинство семей не может купить дом, да, в Кыргызстане. Вот как бы тоже на 54 квадрата это рассчитывается. Вот посмотрим, да, условия ипотечных кредитов. Если посмотреть на ГИК, сегодня вот средняя ставка по кредиту 9%, а на рынке 19%. На рынке очень часто, если вы увидите на сайте банков какую-то процентовку, это не есть она. Потому что есть понятие как эффективная ставка процента. Она, как правило, плюс еще 1,5%. Да, половина или 1,5% плюс. Поэтому на рынке справедливо сказать, что 23-21% эффективная ставка. Почему так происходит? Включая еще потому, что когда вы запрашиваете ипотеку, даже если вы соблюдаете все условия банка, с вас минусуют некоторые банки страховой платеж на этот кредит. Ну, некоторые банки включено в цену как бы ипотеки, да, это страховой платеж. И комиссия за обналичивание, да, комиссия за перевод и обналичивание. В некоторых банках я обнаружил до 4 видов комиссий, поэтому как бы не факт, что вы именно эту сумму получите, и не факт, что именно этот процент вам начислят. Процент будет больше, сумма будет меньше. Максимальный срок кредита вот в ГИКе 15, да, до этого 10 лет, сейчас 15 лет, да, как бы стало. Рынок это 7 лет, хотя сейчас есть 4 банка, наверное, они на 10 лет. Минимальный первоначальный взнос 10%, здесь 30%, но большинство банков все-таки 40%. Да? Вот примерно вот таблица, она, конечно, как бы детали меняются буквально ежедневно, но получается, что у нас самая минимальная ставка считается у Эко Исламик банка
там есть договор Мудабарра, да, исламские принципы финансирования. Это не, схема не выглядит как процент, потому что нет, она выглядит как процент, но на самом деле она по-другому как-то исчисляется. Прежде всего, да, получается, у вас вам продают как бы жилье с торговой наценкой, потому что торговля разрешена исламом, да, а выдавать процент не разрешено. Поэтому просто оценивается сразу где-то при расчетах выходило, что до 100%, то есть добавляется. То есть, например, если ваша квартира стоит $60 000, вы покупаете, берете кредит, скажем, в Экобанке, и получается как бы на 10 лет, да, у них 10 лет есть возможность взять кредит, то получается вы, если будете равными долями погашать, не будете досрочно выкупать, то вы отдадите 120 000, ну, примерно так получается. При этом такая же картина наблюдается почти такая, 100-120%, да, со всеми банками. Абсолютно. Поэтому настоящий процент, который на самом деле нужно писать банкам, да, у себя в рекламе, там, наш кредит стоит 120% от занимаемых, да, денег, или наш кредит стоит 60%, 80%. Но, как правило, как бы, к этому приходишь, когда начинаешь сам выплачивать ипотеку, да, вот это понимаешь. А до этого времени тебе кажется элементарно, но я же должен был, вот я взял 60 000 под 20%, я же должен был вернуть там, ну не знаю, 67, да, там, или 70 000. Почему так получилось, что я вернул там 120 000, да? Потому что просто элементарно, даже самый простой способ — это количество лет, 20% просто складываете вместе, получается вот сумма внушительная. И вот примерно у банка 30-40%, это примерно некоторые крупные, особо известные нам банки, они на 5 лет выдают. Это вот сомовая ставка, да? Есть долларовые ставки меньше, как правило, там 14%, 15%, ну опять-таки эффективная долларовая ставка 15,5-16% идет по всем банкам практически. И комиссии есть определенные, да, у банков тоже за выдачу кредита. Ну, это комиссии на обналичивание, они идут как разовые суммы, либо как процент. В любом случае, в среднем по банкам всем на руки вам дадут чисто, ну, например, вы берете 35 000 $, да, вам на руки дадут чисто, наверное, 33. Примерно так получается. Минимально необходимый доход для получения кредита на покупку стандартной трехкомнатной квартиры 54 квадрата. Ну вот получается как бы по рыночным кредитам, если брать, нужно иметь зарплату 25-36 000, да, в городах, а в регионах хотя бы там 12-20, да, 17 000. Ну, в среднем по республике близко к 20 000. Это доход семьи. Да. Ну, имеется в виду, да, 3 человека, да, получается, в семье, если учитывается. По кредитам ГИК получается, что нужно иметь доход, ну, в городе Бишкек 20, Ош 11. Но по Бишкеку вы не работаете, да? Не удаете. Выдаем? Удаете? Да. У нас доступное не предполагается. Получается, как бы в среднем как бы 11-12, да, для ГИКа где-то около 5000, да, на семью, как бы доход, если имеет человек, то это позволяет, ну, как бы, можно выплачивать, да, так скажем. Но, естественно, как бы единственный минус, что там есть определенные требования, да, по социальным, есть критерии. То есть не все мы государственные служащие, не все мы бюджетные служащие и так далее, да. То есть это как бы, это нас подразнит, частников немножко. Ну 14% стоит для всех. 14 это не 8. Обидно. Не, а у Экосланбанк получается 8, да, процентов? 8%, да, действительно у них самый низкий ежемесячный платеж. Но каким-то чудом, да, практически на уровне с рынком у них получается. Может, они просто свой инструмент пока популяризируют? А вы знаете, еще каждый банк имеет свою какую-то формулу расчета эффективной ставки. А ну эти платежи, наверное, формулы совсем разные. У каждого банка своя формула, поэтому очень разные суммы выходят. Очень важно, где стоит запятая здесь, знаете. Вот получается доступность приобретения для работников бюджетной сферы. Да, вот, если взять вот, доступность приобретения по кредитам ГИК, вот, на рынке сам очень хорошо будет, в Ожской области хорошо будет, в Чуйской области, да, ну и Джалалабадской. Получается как бы
доступность, если брать на рынке по доступности жилья, ну, практически нигде, кроме Нарынской области, нет возможности брать рыночные кредиты, да, получается так. То есть это вот, если говорить о доступности приобретения. Ну, какие выводы нам дает как бы данная презентация? Это бюджетникам, да, если с рынка брать, ну, практически невозможно будет приобрести жилье, либо очень затруднено, да, ну, потому что копить 10-15 лет, вы знаете, что у нас инфляция прибавляется. У нас были года, когда инфляция была 23%, а правительство говорило, что там 7-8%. У нас в среднем инфляция 7-8%. Да? У нас были недавно года хорошие, когда инфляция была 3%. Но в целом она каждый год происходит. Да? И каждый год обесцениваются деньги, зарплаты растут медленнее, чем растут цены. И как бы поэтому, с учетом того, что 10 лет надо копить, через 10 лет та же самая инфляция съедает практически вот совокупный доход, да, семьи. Поэтому как бы это достаточно проблемно, да, получается. Доступность приобретения жилья для рабочих бюджетов за счет кредитов ГИК выше 100%, ну это как бы по ГИКу, да, бюджетники могут приобретать. Опять-таки, в финале я сказал бы, зачем вы нас, частников, да, дразните, да? Придумайте что-нибудь для частников, либо поспособствуйте, чтобы изменилась финансовая система, да, потому что действительно из-за того, что не впускают на рынок больших игроков, из-за того, что не происходит внутри каннибализма или поглощения, слияния, поглощения банков, эта система будет сохранять высокие кредитные ставки. Да? А если же внутри какой-то банк начнет поглощать другие банки или придет крупный игрок, процентные ставки по кредитам резко снизится, да? Что и частников вовлечет в этот сектор. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы к нашему спикеру?